вашему вниманию итоги работы клиентской службы нашего района в 2024 году. Уже 2 года, как мы являемся частью новой организации Социального фонда России, объединившей в себе услуги пенсионного и социального страхования. С момента объединения кратно расширился спектр предоставляемых услуг. Социальный фонд России осуществляет пенсионное и социальное обеспечение различных категорий граждан, в том числе пенсионеров, инвалидов, семей с детьми и других получателей господдержки, а также предпринимателей и тех, кто работает по трудовым и гражданско-правовым договорам. Сегодня мы обслуживаем более 4000 пенсионеров, 1577 граждан льготных категорий, 456 страхователей и 291 получателей федеральной социальной доплаты. Фонд сопровождает татарстанцев фактически с момента рождения до назначения пенсии, создавая надежный щит социального и пенсионного страхования. Одной из самых востребованных услуг социального фонда является установление и выплата пенсии, задачи которой были поставлены на 2024 год по пенсионному обеспечению граждан, выполнены своевременно и в полном объеме. На сегодняшний день в Каирском районе 4124 граждан являются получателями пенсии. 4168. Средний размер пенсии по району 21 367 рублей. Из них 3390 получают страховые пенсии, 560 пенсионеров нашего района продолжают работать. В прошлом году по нашему району отделом установления пенсии, находящимся в городе Буинске, рассмотрено 155 заявлений на назначение пенсии. Все они назначены в сроки без нарушений. Отмечу, что по инвалидности с 2022 года пенсии по инвалидности назначаются в проактивном режиме, то есть безъявительно. А с прошлого года в этом же режиме назначаются пенсии по потере кондиции. Каждый год вносит различные изменения и новые дополнения в законодательство. Во-первых, с января 2024 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,5%, а с января текущего года страховые пенсии увеличены на 7,3%. Это повышение затронуло как неработающих пенсионеров, которые выплаты индексируют ежегодно, так и работающих. Кроме этого, по поручению президента России страховые пенсии по старости доиндексированы до 9,5%. Во-вторых, в прошлом году размеры социальной пенсии были проиндексированы на 7,5%, а в апреле текущего года они будут увеличены на 14,75%. В десятилетие Победы президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ, по которому все ветераны получат единовременную выплату. В связи с этим фонд выплатит ветеранам и вдовам фронтовиков, а также несовершеннолетним узникам концлагерей по 80 тысяч, а труженикам тыла и совершеннолетним узникам концлагерей по 55 тысяч рублей. Изменения коснутся также и выплат и тем гражданам, за которым осуществляется уход. Бесспорно, выплата в размере 1200 рублей за это продолжится, как и прежде. Единственное нововведение касается самого процесса этой выплаты. В 2025 году назначение данной надбавки к пенсии будет происходить автоматически в виде доплаты к фиксированной выплате в размере 1314 рублей с учетом индексации. Также с этого года всем трудоспособным лицам, ухаживающим за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет и инвалидом с детства первой группы, устанавливается ежемесячная выплата в размере 10 тысяч рублей. С февраля текущего года данная выплата будет проиндексирована и составит 10 950 рублей.